Успенский собор Свияжский очень берегут. Фрески XVI века признаны мировым раритетом. Многие из них уникальны, таких не сохранилось больше нигде в мире. Собор, признанный ЮНЕСКО объектом всемирного наследия, открыт для посетителей, но службы здесь проходят только по большим праздникам. Четверть века назад монастырь передали Казанской епархии. В советские годы здесь были тюрьма, колония, психиатрическая лечебница. Буквально возрождение из небытия началось в 2010 году. За преображение митрополит Казанский благодарит руководство республики. От лица полноты православной церкви Республики Татарстан сказать вам большое, огромное спасибо за ваш искренний труд, за вашу любовь к своему народу, к своей родине, за то, что вы никого не делите ни по национальному, ни по религиозному признаку. Сегодня знаковые события не только для православного мира, для всех нас. Мечта наша возродить Свияжск 25 лет. Но особо надо взять настоящее возрождение Свияжска, оно произошло после того, как Митя Мишаревич взялся за это дело. В 2010 году был создан фонд. Сейчас Свияжск стал одним из самых посещаемых туристических маршрутов страны. В этом году количество посетителей приближается к 1 миллиону человек. В программе и туристические, и паломнические программы. При этом здесь действующий мужской монастырь, в котором живут около 15 монахов, послушников и трудников. В честь праздника президент республики подарил братьям икону из Иерусалима. Разрешите мне вручить? Да. Если вам мусульманин дарит такую святую вещь, она-то, наверное, больше подарка быть не может. Мы одновременно и православное, и мусульманское материальное наследие одновременно восстанавливаем. Вот на сегодня я могу сказать, и вы это прекрасно знаете, тем более у вас такое тесное общение с верующими и в целом населением, ведь приятно посмотреть на наших сограждан, по глазам видно, что мы на правильном пути. На территории монастыря в эти выходные появился еще один объект, которого ранее не было ни в плане, ни в истории. Парк, в основе архитектуры которого главный христианский символ. Посаженные кедровые сосны также традиционны для монастырских садов. Татьяна Тимошенко, Роман Безменов, ТНВ, Островград, Свияжск. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.